Остинский танцевальный наигрыш. Мы рады видеть вас у нас в Абхазии. Правда, мы знаем очень мало о вас, только имена Лана и Сергей, но мы слышали ваше пение, и вот у нас огромное желание еще раз вас услышать. Представьтесь, пожалуйста. Лана. Сергей Алборов. Алборовы. Откуда вы? Мы из Осетии. Из Осетии. Северной, с южной мы не разделяем, так что... Уже не разделяем. Уже все. Замечательно. А как сложился ваш дуэт? Я начал заниматься вот именно этномузыкой где-то года 2-3 назад. Так, для себя. Сначала для себя. Выучил композицию одну, потом другую. Так пошло и затянуло меня. Затянуло. Потом не знал, куда это все девать. Как-то вот играю, и все для друзей, для знакомых. И вот мы случайно с Ланой встретились на одном концерте. Вы Алборовы, да? Вы, Да. То есть вы родственники, да? Однофамильцы. Однофамильцы. Да. Мы сначала встретились на фестивале, а потом через какое-то время опять на каком-то концерте. И там был такой момент интересный, что на этом концерте случайно вырубился свет. Или что-то случилось с аппаратурой. Я сидела в зрительном зале, Сергей сидел на сцене, он подыгрывал музыкантам на гитаре. И чтобы как-то паузу закрыть чем-то, он начал играть песню «Черный ворон», русскую вот эту народную песню. Я не удержалась и стала со зрительного зала там подпевать «Черный ворон». Ну и сижу, пою и думаю, что такое, уже второй раз мы встречаемся на концертах, надо, вот уже мысль такая прокралась, надо что-то делать совместное. А потом опять я забыла про это все. И третий раз мы уже встретились случайно в Евросети, где мы покупали телефон, Сергей оплачивал свой телефон. И тогда я уже сказала, все, это уже не случайные совпадения. Я ему написала ВКонтакте. Я говорю, Сергей, давай-ка что-то придумаем вместе. И вот вы даже не поверите, что первая репетиция у нас была вот в октябре, 22 числа, в октябре 2015 года. Какая тема вас больше всего интересует, что поется легче? Я как бы больше играю, я петь как бы не очень люблю. А играться Поет мне... она, да? Да. Играется мне легче свою музыку, остинскую, конечно. А так я русскую народную играю чуть-чуть. И вот у нас как бы цель теперь расширить наш как бы репертуар за счет абхазской музыки, вообще кавказской. Знаете, да, вы что-нибудь о музыкальной абхазской культуре? Вот сейчас мы как бы мало знаем, но у нас уже много носителей информации. Мы книги купили, нам подарили книги, диски купили, нам диски подарили, записи. И старинные записи, там, 50-х годов, да, по-моему? Заинтересовало? Нравится вам? Конечно, да, но мы поэтому и как бы начали это все собирать. И вот теперь приедем домой и будем там это все изучать. Пастушская песня называется «Пастух Фияу». Поют ее на свадьбах. Значит, зовут пастуха и говорят, спускайся со своей горы, уже хватит там сидеть, спускайся на равнину, тебе пора жениться. А он там кричит оттуда, да ничего подобного, мне еще там хорошо. Ну и потом в итоге он, наверное, спустился. И, собственно, на свадьбе, оно для жениха поется, эта песня.
Называется «Фиял». Balonчик деревко там, наише балон да хорзвендма. Приехали в Абхазию по приглашению? Нас пригласили принять участие в семинарах, в педагогических семинарах, поскольку я еще и педагог, то эти семинары здесь организовывают Евросоюз. Это были семинары на тему современные методы преподавания для учителей любых предметов. Нам рассказывали о том, о сегодняшних новых технологиях преподавания. И мы подумали, что надо поехать. Во-первых, это полезно, а потом и с приятным совместить. И поскольку на семинары нас пригласили на 4 дня, мы прибавили сами от себя еще 4 дня, и мы у вас тут ровно 8 дней. Семинары закончились уже, а остальное мы совершенно случайно, нам нужно же было попасть, ноты какие-то разузнать. Как случайно? Мы целенаправленно все делали. Да, но мы пришли в научно-исследовательский институт, хотели найти ноты, а потом нашли там замечательных людей, которые нам все рассказали, все показали, и с которыми мы подружились. И у меня постоянное ощущение, пока мы здесь, полного счастья, потому что прекрасные люди, приветливые, они готовы делиться информацией. Потом мы нас познакомили с ребятами, которые работают в училище культуры. Очень приятно было познакомиться с Денисом, совершенно молодым руководителем. Денис Аруха. Да. И тоже, опять-таки, завязались контакты какие-то. И я очень надеюсь, что в нашем репертуаре появится несколько очень старинных абхазских мелодий. Я думаю, это мы продолжим эту тему. Поют ли вы свои собственные песни или других авторов? У нас на первом месте Сергей настаивает на том, чтобы был фольклор, прежде всего осетинский, и потом фольклор других народов. И еще там же рядом с первым местом у нас очень интересно Сергей перекладывает осетинских композиторов, которые писали на базе фольклорного материала симфонические вещи, и он их обратно перекладывает ближе к фольклору, но это уже звучит гитара, это его аранжировки, а я уже потом прибавила туда свирель.
И вот такие переложения у нас уже тоже есть несколько вариантов, когда мы симфоническую музыку вернули обратно как бы на фольклорный уровень. И это вот получается как бы интересный там третий слой информации. Почему такой выбор? Кто-нибудь в семье увлекался бардовской песней или... Вот про пение это очень сложный момент в моей жизни. Ну, у меня дед хорошо пел. Ну, как бы вот он не учился нигде, как бы музыкантом не был. Хотя фамилия наша, Алборовская, она считается в Осетии, вот как нам сегодня сказали, говорит, ваша фамилия как Бах, фамилия Бах, которые все музыкальные были, да? И вот фамилия Алборовых, она считается фамилией музыкантов. Среди нас очень много музыкантов. И, наверное, и оттуда тоже. А дед мой пел с маминой стороны дед. Это уже другая фамилия. Вот. Но к пению я пришла очень поздно. Мне больше нравилось сочинять музыку. И даже этническую музыку я обрабатывала в современном виде. Вы я учились, это электронно, да? Я закончила Цхинвальское училище, потом я уехала в Киев, в консерваторию. Но я училась именно как музыковед. И там мне очень интересно было посмотреть, как записывается фольклор украинцами, как они с ним потом работают, как они его архивируют, как они его анализируют, как они его исследуют и потом пишут работы свои научные. Ну и вот, конечно, как ездят в экспедиции. И вот этот момент и заставил меня, собственно говоря, уже окончательно запеть, потому что так я пела для себя. А когда... И немножко попела у них в ансамбле, вот
А Украина, она очень интересный регион в плане фольклора музыкального, потому что каждый район поет по-другому. В каждом районе другие песни, все другое. И когда ты уже начинаешься в этом разбираться и сам ищешь звук, и я немножко в ансамбль стала ходить, студенческий, который вот записали в экспедиции, и тут же в студенческом ансамбле разучили и поют. Точно так же, как бабки и детки, вот со всеми этими звуками народными и так далее. И я как тогда поняла, что это очень здорово петь таким звуком. Я стала искать свой звук. Но там я еще начала заниматься йогой. Ну и в эту технологию я включила йоговские упражнения дыхательные. Когда поешь и работаешь еще с дыхательными какими-то моментами. Вот благодаря вот этому народному пению он как-то так вот вырвался, как бы тут такое ощущение, что он был где-то скрыт, а тут он вырвался, потому что это же матерый стиль пения, и ты его из себя вырываешь. Даже я помню тот день в Киеве в консерватории, когда я пыталась найти свой звук, а это был очень большой труд, когда ты его ищешь, а он не находится, он из тебя не выходит, а ты его внутри слышишь. И вот я очень хорошо помню день, когда меня прошибло, и я пришла к руководителю ансамбля, говорю, вот я нашла свой звук, нашла. Мы споем вам песню, которая называется «Иналы Зарак». Это композиторская песня, написанная во Владикавказе в 60-е годы аж. И на сегодняшний момент она, в общем-то, стала народной песней. Она очень близко написана к народной манере. Музыка Дитоева. Наш коллектив, вот как бы у нас двое, у нас еще третий есть участник. Ну, в основном двое, а потом примыкают просто. Она клавишница у нас. Просто она не смогла с нами поехать. Вот. А так нас... Как зовут ее? Людмила. Людмила? Тоже Алборова. Алборова. Понятно. И тоже однофамилица. Очень приятно, да. Да, у нас, кстати, принцип есть. В ансамбль мы берем только Алборов. Вы участвуете уже в фестивалях, да? Вот раз там познакомились. Нет. Но вы не дуэтом, да? Вот. Нет, мы и дуэтом, мы и трио, где как получится. То есть, если... На фестивале мы познакомились, мы тогда еще не были ансамблем. Нет, тогда мы еще ансамблем не были, да. То есть там, где инструмент есть, ну, пианино, то мы втроем. Там, где нету, вдвоем. Ну, то есть, вот как бы исходя из этого. Вы слушали уже абхазскую музыку. Что вас заинтересовало? На самом деле, оказывается, все то же самое, что у нас. Вот у нас пастушечьи песни, да, вот.
их много, да? Да. То есть, наверное, столько пастухов, столько и песен. И вот оказалось, что здешние послушающие песни также интересны. Вот взяли диски, тоже пока еще не послушали. Это все будем уже дома слушать, там смотреть, выбирать. Постараемся даже спеть. Да, я уже присмотрела. На Кстати, абхазском. одного вашего барда, Игоря, он археолог, Норвег. археолог, вот мы его нашли в институте, Мы с ним очень рады. подружились просто. Да, и я влюбилась в одну из его песен на абхазском языке, и я Сереже сказала, надо эту песню сделать, он мне даже принес текст. Бардовская, кстати, ваши барды тоже у нас, я думаю, прозвучат. Но она очень близка к народной, поэтому, в общем-то, она лично меня она сразу зацепила. Да, Попури из осетинских танцевальных мелодий Сим Хонга Зилга. Да?
народная музыка и гитара, как они сосуществуют, взаимодействуют? Я вообще-то гитарист в первую очередь, да, и как бы другие инструменты, ну, не владею другими инструментами. Мне просто стало интересно, как это будет звучать на гитаре. И стал перекладывать все подряд. То, что на гармошке играется, то, что в оркестровке. Ну вот я как бы подбирал на гитаре, вот, ну, независимо от инструмента, просто мелодия нравится, я ее на гитару перекладывал и все. Ну тут получилось этно. Лана, что у вас в перспективе? Ой, у нас очень много задумок. В перспективе у нас сыграть фольклор очень многих народов. Ну и, конечно, хочется в начале ближайших соседей фольклор сыграть, а потом уже, собственно, сыграть фольклор и европейский, и вообще многих других народов. И моя мечта, например, вообще в Ирландию попасть, и там ирландский фольклор, потому что ирландцы, они как бы нам дальние родственники, осетинам, и как-то очень хочется и туда добраться, и еще хочется добраться в Индию, и там поиграть, и что-то из их музыки. Но на самом деле у нас вот по поводу расширения горизонтов за рубеж очень интересное совпадение произошло. Сережа предложил, когда мы думали, как назвать наш коллектив, Сережа предложил, давай, говорит, назовемся вот по месту, где впервые вот предок фамилии Алборовых показался. Фамилия Алборовых пошла из селения Луар, называется Луар. Селение Луар, да. И Сейчас оно уже не жилое. Оно не жилое, там еще башни остались, уже заросшие мхом, и там никто не живет. Ну и мы так подумали, ну, Луар, а То еще есть ваш оказалось... коллектив называется Луар? Луар, да. И это вот в 16 веке документально впервые, что вот такой Албор там, и от него произошла фамилия Алборовых. Но это было связано с местом Луар. Ну а там еще совпадение, просто во Франции речка Луар, да? Речка Луар. И есть замки Луары, У нас очень в планах красивые. поехать туда. Да, очень хочется туда вот в этот Луар поехать и замки эти Луары посетить. А его тоже Сим называется, он только называется Нартон Сим. Нартовский Сим. Нартон Сим? Да.
дорогие наши братья абхазцы, мы настолько очарованы и городом, и всеми людьми, этой теплотой, и тем вниманием, которое нам оказывали все это время. Я хочу поблагодарить всех, каждого абхазца. И особенно наших друзей с Института гуманитарных исследований, наших друзей с колледжа, с училища культуры. Всех, которые были с нами вот эти наши волшебную неделю. Вот я называю для себя это волшебная неделя в Абхазии. И я хочу каждого поблагодарить за то волшебство, которое у нас здесь было. Присоединяюсь. Я в восторге от поездки, от того, что здесь произошло, от встреч. Просто потрясающе. Тут даже, я не знаю, эмоции зашкаливают. Мы Ханты Цах сыграем. Это старинный наигрыш. Это вот композитор взял старинный наигрыш, сделал из него симфонический жанр, а мы его обратно в старинный наигрыш.